Языка поистине многогранная проблема, затрагивающая науку, образование, искусство и, конечно же, производство. Сегодня, утратив мифологическое сознание и традиционные хозяйственные занятия, рискуем получить отсутствие глубинного понимания якутского символизма, своеобразного языкового скрепа. Его понимание должно прийти через человеческих ресурсов, пестрых языков, их интеграции в единое пространство. С 2016 года в Яле работает отдел национального образования. Соответственно, за последние несколько лет сотрудниками отдела разработана примерная образовательная рабочая программа, федеральная рабочая программа по всем учебным предметам для школ с татарским и русским языками обучения. То есть у нас разделение. Все они соответствуют требованиям обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. По результатам прохождения нескольких, в том числе общественных экспертиз, данные программы обучения включены в федеральный государственный реестр примерных программ. Сегодня полностью разработана учебно-методический комплект нового поколения по учебным предметам, соответственно, родной, татарский язык, литературное чтение на родном, в том числе татарском языке, родная татарская литература. Для 1-11 классов общеобразовательной организации с русским и татарским языками обучения. Также разработаны целого отделения в Академии наук. У нас выпускается ряд журналов. У нас в этом году мы за последние 2 года добавили в этот список еще один журнал, который вошел в перечень ВАК. Он носит экономического плана, социогуманитарного. Проблема востоковедения является ваковским, и, пользуясь случаем, я приглашаю коллег поучаствовать в публикациях в этом журнале. Мы открыты, особенно это очень... Традиционная культура и вся культура вообще развивается преимущественно посредством языка. Именно к вербальной языковой культуре относятся и эпические традиции, которые столь широко и красочно представлены в Якутии и на Кавказе. Эпические произведения обогащают и развивают языки народов, этносов и субэтносов. Именно в этом контексте хочу предложить вашему вниманию краткий экскурс в историю подготовки к изданию текстов абхазского нардского эпоса в 10 томах.